А в Хангаласском районе за ночь уровень воды у села Кытыл-Дюра поднялся выше критических значений. По данным на 8 часов утра вода прибыла до отметки 1738 сантиметров, при критическом показателе 1631 сантиметров, что почти на метр выше нормы. Есть ли угроза подтопления других населенных пунктов и как обстоит паводковая ситуация в Хангаласском районе, расскажет Виолетта Засимова. Ранее воскресное утро омрачило сообщение о том, что у села Кытыл-Дюра уровень воды поднялся выше критического. Местные жители отправили фото, на которых видно, как вода подступила к населенному пункту. На 12 часов дня вода пошла на убыль, снижение составило 12 сантиметров. Подтопления жилого сектора и социальных объектов нет, но риск сохраняется, проведены необходимые превентивные меры. В пункте временного размещения находится 2 человека, 7 человек переведены из зоны риска к родственникам. Южный куст Улуса находится под пристальным вниманием, ведь на участке реки Лена в районе местности Батамай еще 2 дня назад образовалось заторное явление. Мы постарались максимально подготовиться и ожидали, что ситуация у нас будет нештатная в основном по долине Эркени. Но, скажем так, природа внесла свои коррективы, и Батамайский перекат нам дал неожиданно угрозу затопления села Кытыл-Дюра. Этот перекат уже стоит буквально где-то 2 дня. Ожидаем, в общем-то, очень надеемся, что будет облет произведен с членами правительственной делегации КЧС правительства. И тогда ситуация будет понятна, потому что у нас по непроверенным данным, буквально чуть-чуть ниже Синска и до Еламки затор имеется в наличии. И если его, в общем, каким-то образом не прорвет, то угроза для южных сел сохраняется, достаточно высокая. Усугубляет ситуацию непогода. В Хангаласском районе в ближайшие дни выпадет большое количество осадков в виде снега. Днем температура составит +5, ночью опустится до минусовых значений. Прохладно, холодно. Оно вносит, этот холод вносит свои коррективы. Вот этот циклон нам все карты спутал. Если была бы хорошая теплая погода и было бы солнышко, тогда было бы все относительно нормально. Единая дежурная диспетчерская служба района работает в повышенном режиме. Информация о паводковой обстановке обновляется каждые 4 часа. Ведется ее активная рассылка по наслегам района в близлежащие районы, по организациям и предприятиям в социальных сетях и мессенджерах. Население также выражает обеспокоенность прохождением ледохода. Если кто-то видит, что лед вроде как приостановился там и так далее, начинают паниковать, что где-то затор. Затор только у нас один. А так будем считать, что у нас в основном идет приостановка, потому что нету подпора воды, когда вода собирается, накапливается, он с песков поднимается и уходит. И уходит тихой сапой, тихо и незаметно. По последним данным, в районе города Покровск медленный ледоход. Подъем уровня воды составляет 12 сантиметров. В селе Исид подъем уровня на 15 сантиметров. В Табаге уровень воды поднялся на 10 сантиметров. Наблюдаются разводья. Верхняя кромка ледохода находится на границе с Хангаласским районом. Нижняя кромка ниже города Покровска. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.